Далее для освещения событий первой половины дня ко мне присоединятся мои коллеги, которые расскажут о событиях в экономике, спорте, а также о чрезвычайных происшествиях. И начнем с курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня остановился на отметке в 61 рубль и 85 копеек, евро в 68 рублей 62 копейки. Если вы плотно следите за курсами, то можете наблюдать так же, как и мы, подорожание валют. По позициям обмена доллара в Якутске сегодня выгоднее покупает Восточный банк за 61 рубль 80 копеек, а продает Россельхоз за 62 рубля и 15 копеек. В обмене евро тоже лидирует Банк Восточный, покупает за 68 рублей 50 копеек, а продает за 68 рублей и 90 копеек. Совет Федерации сегодня проведет первое заседание в рамках весенней сессии. Сенаторы рассмотрят поправки в налоговый, жилищный кодексы и в закон об обязательном медицинском страховании. В рамках правительственного часа выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. В налоговый кодекс обсудят изменения в связи с экспериментом касаемо налога на профессиональный доход. В жилищный же кодекс в части управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности. На правительственном часе речь пойдет о единственной системе оплаты труда педагогов дошкольного и среднего образования. Совет Госдумы же обсудит дату рассмотрения в первом чтении президентского законопроекта о поправках в Конституцию. Комитет по госстроительству и законодательству будет рекомендовать рассмотреть инициативу на ближайшем пленарном заседании в четверг, 23 января в 10 утра. Второе чтение законопроекта в случае его принятия в первом может пройти уже в середине февраля. Юрий Трутнев проведет встречу с главами Дальневосточного федерального округа в конце этой недели. Напомню, что после формирования нового правительства он сохранил свой пост вице-премьера и полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке. Трутнев обсудит с главами регионов и руководством Минвосток развития страны итоги 2019-го и планы на грядущий 2020 год. Пост предпрезидента также намерен посетить Приморский край, а затем Еврейскую автономную область. В России с прошлого года началось активное внедрение электронного документооборота. О том, что дадут цифровые трудовые книжки и как будет проходить их внедрение, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров, и ему слово. Василий, добрый день. Новый цифровой формат призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям к новым возможностям кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки является добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необходимо. Исключением станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электронном виде, без оформления бумажного носителя. Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в бумажную версию. Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате. Доступ к электронным трудовым книжкам будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России через портал госуслуг, а также посредством соответствующего приложения для смартфона. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Обеспечить ее сможет работодатель по последнему актуальному месту работы, территориальный орган Пенфонда России или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, так далее, без привязки к месту жительства или работы человека. К преимуществам электронной трудовой книжки отнесены удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, использование данных электронной трудовой книжки для получения госуслуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных и другие. Также электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке. Что касается работодателей, то с этого года для них была введена обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.
В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям надлежит письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и в праве работников сохранить бумажную трудовую книжку. При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и коллективные договоры. Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут представляться организацией и работодателям пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения. На сегодня на официальном сайте Пенсионного фонда России можно посмотреть проекты документов для работодателей, что может помочь при работе с электронной трудовой книжкой. Василий, у меня на этом все. Да, Дмитрий, спасибо за информацию. Мы переходим к другим темам. В Национальной библиотеке республики 2 раза в месяц проходят бесплатные юридические консультации. Обратиться к высококвалифицированным юристам может любой желающий. И прямо сейчас с нами на прямой связи Ульяна Шагина. Ульяна, здравствуй. Расскажи, по каким вопросам можно обратиться к юристам? Добрый день, Василий. Мы сейчас как раз находимся в здании Национальной библиотеки. Именно здесь 2 раза в месяц любой желающий может обратиться к юристам, чтобы проконсультироваться по любым вопросам, касающихся гражданских отношений. Ведь спорные моменты в жизни человека могут возникнуть всегда, и здесь уже без помощи юристов никак не обойтись. А защищенным, конечно же, нужно быть всегда, и здесь вам помогут юристы, которые, еще раз напомню, проводят совершенно бесплатные консультации. И рядом со мной сейчас находится юрист с 20-летним опытом Афанасий Колесов. Афанасий Афанасьевич, добрый день. Расскажите, по каким вопросам обычно к вам обращаются люди? Здравствуйте. Региональный правозащитный центр. Обращаются люди по всем гражданским делам. И на сегодня без юристов и без судебных решений никакие дела не решаются. Поэтому мы проводим для категории лиц граждан в городе Якутске, и которые приехали в город Якутск 2 раза в месяц в Национальной библиотеке. И правозащитный центр тоже проводит в месяц 3 раза бесплатную юридическую консультацию для населения по всем гражданским делам. А для чего нужно проводить такие бесплатные консультации? В общем, как я отметил, не все граждане имеют обратиться к адвокатам, юристам и платить за консультацию денежные средства. Поэтому именно для конкретных категорий населения мы проводим такие бесплатные юридические консультации. Спасибо большое. За сегодня уже обратилось 4 человека. Отмечу, что бесплатные консультации проводятся 2 раза в месяц, в первый четверг месяца и в 20-х числах здесь, в здании Национальной библиотеки. И перед этим, конечно же, нужно обязательно записаться по телефону колл-центра 45 58 55. Не стесняйтесь обращаться, потому что вопросы разные у людей, конечно же, могут возникнуть в любой момент. И юристы, они гарантируют, что приложат все усилия, чтобы помочь решить вопрос в вашу пользу. У меня все, Василий. Да, Ульяна, спасибо за информацию. Я напомню, что из Национальной библиотеки Якутии передавала наш корреспондент Ульяна Шагина. Еще раз напомню, что там 2 раза в месяц проходят бесплатные юридические консультации, и обратиться к высококвалифицированным юристам может любой желающий. И мы плавно переходим к новостям экономики. Сегодня много говорили о законодательных инициативах, и также стало известно, что Государственная Дума России рассмотрит законопроект, направленный на оказание дополнительной помощи многодетным семьям. Подробнее об этом расскажет Иван Лазаренко. Иван, какие меры поддержки еще предлагаются многодетным семьям, кроме уже существующих? Василий, приветствую. В частности, авторы инициативы предлагают снизить возраст, по достижении которого многодетные родители получат право выйти на пенсию.
Это новости экономики на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести дополнительную государственную поддержку многодетным семьям. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, предлагается предоставить право досрочного выхода на пенсию людям, имеющих 4 и более детей. Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих 4 и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет, отмечается в самом тексте законопроекта. Авторы законодательной инициативы напоминают, что в стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России, утвержденной правительством еще в 2012 году, декларируется предоставление гражданам дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в государственной пенсионной системе солидарного характера. Семьи, имеющие 4 и более детей, по мнению депутатов, как раз и принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации в стране. Поэтому возможность досрочного выхода на пенсию для лиц, имеющих 4 и более детей, послужит дополнительным стимулом для создания многодетных семей, что в свою очередь гарантирует финансовое наполнение социальных страховых фондов. Минсвязи объявила, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным. У пользователей интернета посещение этих ресурсов не будет зачитываться в общий объем трафика. Эти сайты будут доступны даже при нулевом балансе. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил запустить проект «Доступный интернет», то есть обеспечить всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. По его замыслу к таким сайтам можно будет подключаться и не платить за трафик. Уже 15 января оператор Ростелеком заявил, что поддерживает это предложение. Представители сотовых операторов назвали бесплатный доступ к госресурсам технически реализуемой задачей и выразили готовность помочь составить список таких сайтов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности исполнения материнского капитала. Деньги от государства семьи смогут потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Речь в законопроекте идет об объектах именно индивидуального жилищного строительства. Однако и у садового домика, если он уже был ранее построен, будут шансы войти в эту программу. Например, если семья решила утеплить здание или провести коммуникации. В законопроекте предусмотрена и реконструкция садовых домов. Если после реконструкции дом можно будет признать жилым, то станет возможным направление на эти цели материнского капитала. Эксперты дали прогноз относительно плана президента России Владимира Путина по повышению социальных расходов. По подсчетам экономистов, в 2020 году на поддержку малоимущих семей выделят 125 миллиардов рублей, в 2021 от 200 до 250 миллиардов. А объем выплат по материнскому капиталу в текущем году повысится на 335 миллиардов рублей. Также уточняется, что увеличение расходов на поддержку малоимущих семей простимулирует рост розничной торговли в пределах 1%. Что касается увеличения выплат мат-капитала, то это поддержит рынок недвижимости. И к другим темам. Коллекторские агентства могут получить право взыскивать с населения долги по ЖКХ. Такое предложение содержится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Заседание рабочей группы, где стороны разработали новую версию документа, состоялось на минувшей неделе. Вопрос по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги вошел в новую версию законопроекта отдельной статьей. Она подразумевает, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. При этом в отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным. Подчеркивается, что версия данного законопроекта не является окончательной и предстоит еще уточнить отдельное положение документа. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Ну а я на этом прощаюсь. Как будут развиваться события в мире экономики, я расскажу в следующем выпуске. Да, Иван, спасибо, держи нас в курсе. Я напомню нашим телезрителям, что с экономической ситуацией в стране нас осветил мой коллега Иван Лазаренко. Ну а мы двигаемся далее и переходим к событиям за пределами страны. Мировые новости далее в эфире. В Давосе стартовал ежегодный Всемирный экономический форум. Во вторник внимание журналистов со всего мира было приковано к Дональду Трампу и Гретте Тунберг. Подробности узнаем у моего коллеги Никиты Конева. В Давосе во вторник стартовал ежегодный Всемирный экономический форум. В первый день главными спикерами стали прямые противоположности – Дональд Трамп и Грета Тунберг.
Судя по выступлению, американский лидер приехал в Швейцарию, чтобы похвастать успехами США. Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты переживают экономический взлет, какого никогда не было. Мы восстановили наш прогресс, заново пробудили наш дух и мощную машину американского предпринимательства. Америка развивается, Америка процветает. США побеждают, и такого не было раньше. Только на прошлой неделе Соединенные Штаты заключили 2 невероятных торговых сделки. Договор с Китаем, а также с Мексикой и Канадой. 2 крупнейших соглашения, когда-либо заключенных. И все это за 1 неделю. Эти сделки демонстрируют новую модель торговли 21 века. Это справедливые и взаимовыгодные соглашения, в которых приоритет отдается потребностям рабочего класса. Трамп не упустил возможность отметить успехи США в области экологии. Охрана окружающей среды в этом году стала одной из ключевых тем форума. По словам президента, в Америке самая чистая вода и самый чистый воздух. И лидер планирует сделать их еще чище. Вот у Греты Тунберг иной взгляд на состояние воздуха в мире. По мнению юной активистки, выбросы углекислого газа в атмосферу так и не сокращаются. Кажется, что климат и окружающая среда становятся все более важной темой, спасибо молодежи. Но если вы смотрите с другой стороны, ничего так и не было сделано. Глобальные выбросы СО2 не сократились, а это то, чего мы пытаемся достичь. Форум продлится до пятницы, 24 января. Более 6 тысяч пар близнецов собрались в понедельник в Коломбо, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. Однако из-за плохой организации попытка, скорее всего, не будет засчитана. Тысячи близнецов, тройняшек и четверняшек съехались в понедельник в столицу Шри-Ланки Коломбо, чтобы попытаться установить новый рекорд Гиннесса. Однако, скорее всего, достижение засчитано не будет. По словам организаторов, им удалось собрать на открытом стадионе почти 12,5 тысяч близнецов. Это намного превосходит предыдущий рекорд, установленный в 1999 году на Тайване. Там, по данным книги Гиннесса, насчитали 3941 пару близнецов, 37 групп тройняшек и 4 четверняшек. В общей сложности около 8 тысяч человек. Однако мероприятие в Коломбо было плохо организовано. Из-за огромного стечения людей образовались длинные очереди. А итоговое групповое фото, одно из обязательных требований для рекорда, не было сделано. Так что велика вероятность того, что представители книги Гиннесса не засчитают новую попытку. Тем не менее, сами участники мероприятия говорят, что их это не слишком расстроит. Главное – повстречаться и пообщаться с тысячами таких же близнецов со всей страны. Кроме того, в рамках мероприятия прошел праздничный концерт, среди почетных гостей которого был премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса. Бразилец Виниций Сарди всегда бросал вызов трудностям. Врожденный порок развития, из-за которого Сарди ампутировали ноги, не остановил его от занятия любимым делом – скейтбордингом. А в 2019 году он даже стал победителем всемирных экстремальных игр X-Games среди людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Виниция, именно скейтборд помог ему преодолеть свою неуверенность и стыд за свой недуг. В августе 2019 года спортсмен выиграл золотую медаль. На своих выступлениях Виниций часто выполняет весьма впечатляющие трюки руками, что также вдохновляет людей с ограниченными способностями заниматься спортом. Адаптивный скейтбординг становится все более и более популярным видом экстремального спорта, что в очередной раз доказывает, что у людей с ограниченными возможностями здоровья нет никаких ограничений. А затем я открыл для себя скейтбординг. Я всегда любил кататься на доске, пока был ребенком. Я читал журналы об этом, играл в видеоигры. Но когда мне исполнилось 16, я купил свой первый скейтборд и испробовал его. Сначала я пытался кататься в протезах, но потом они сломались, и у меня не было денег на новые. Так что я преодолел весь свой стыд и все ограничения, и в первый раз появился на скейте перед людьми без своих протезов. В тот момент я нарушил самое главное табу своей жизни. Летняя нанайская бабушка хранит секреты выделки рыбьей кожи. Много веков из поколения в поколение у нанайцев передавалось искусство такого изготовления, и проживающая на севере Китая представительница этой народности пытается сохранить древнее ремесло. Рассказывает Артем Сторонов.
68-летней Ю Вэньфэн не страшна китайская зима. Она представительница племени нанайцев, или, как их называют в КНР, хэдже. Это малочисленный коренной народ Дальнего Востока, проживающий по берегам Амура и его притоков Уссури и Сунгари. Основным продуктом пропитания у них всегда была рыба. Нанайцы даже научились делать из нее одежду. Возможно, именно с этим связана легенда о том, что этот народ произошел от русалок. Много веков у нанайцев из поколения в поколение передавалось искусство выделки рыбьей кожи. Им удалось сохранить его даже во времена японской оккупации Маньчжурии, когда численность хэдже сократилась до 500 человек, и они едва не исчезли с лица земли. Со времен окончания Второй мировой войны популяция нанайцев восстановилась и увеличилась почти в 10 раз. Но, несмотря на это, людей, владеющих искусством изготовления одежды из рыбьей кожи, теперь практически не осталось. Я очень переживала из-за того, что никто не хочет обучаться этому ремеслу, и его некому передать. Моя мама так старалась передать его от старшего поколения молодому, даже когда хэдже практически не оставалось. Как я могу не волноваться? Я научу любого, кто проявит желание. По словам Ю, в Амуре обитает примерно 72 вида рыб. Из них только 10 годятся для того, чтобы из их кожи делать одежду. Это, например, карп, сазан, кита, таймень и щука. На один костюм уходит примерно 50 шкурок для женщины и 56 для мужчины. О рыбьей коже ничего нового не узнаешь, если просто употребляешь ее в пищу. Если заварить ее в кипятке и вытащить оттуда палочками, то кожа сзади кажется гладкой, а если ее высушить, то можно увидеть волокно, идущее крест-накрест. И именно благодаря ему кожа не изнашивается и не рвется. Сначала кожу снимают с тушки и высушивают. Затем многократно сминают под деревянным прессом, пока она не станет мягкой. Этот процесс занимает около месяца. Еще как минимум 20 дней уходит на то, чтобы сшить костюм. По сравнению с обычной тканью, кожу очень сложно шить. Это практически невозможно сделать без наперстка, потому что кожа очень плотная. С обычным текстилем управляешься гораздо быстрее. Сейчас Ю Вэньфэн обучает древнему ремеслу нескольких китаянок. Но единственное, что может его спасти, это коммерческое применение. Некоторые модные дома, такие как Dior и Prada, иногда используют рыбью кожу в качестве материала для своих коллекций. Но такие случаи носят единичный характер. Продолжаем тему интересных людей. Роберт Зангиев, житель небольшого городка Алагир в Северной Осетии, привлекает к себе всеобщее внимание на дорогах. Мужчина точно знает, что такое скорость. Ведь с помощью собранного своими руками гоночного болида, который является репликой легендарной модели 20 века Lotus 7, на дорогах он может расконяться по меньшей мере до 150 км в час. Вес такой ракеты составляет 700 килограммов. Остальные детали болида мужчина изготовил своими руками. У Роберта большие планы на будущее. В течение 2 лет мужчина хочет создать внедорожник с энергоемкой подвеской, что обеспечит большую проходимость автомобилю. Автомобиль построен на основе отечественных вазовских агрегатов на пространственной раме. Кузов из стеклопластика. Вес составляет около 700 килограмм. Разгоняли мы ее до 150, но под педалью еще много места. Я думаю, где-то 190-200 бы он набрал. Ну, смысла не вижу в быстрой езде. Ветром сдувает шапки, очки. Боюсь, даже волосы сдует. Выжившие при крушении самолета в Казахстане рассказали свою историю спасения. Напомню, что 27 декабря прошлого года лайнер авиакомпании Бек Эйр, следовавший по маршруту Алматы-Нур-Султан, упал на двухэтажное нежилое здание рядом с аэропортом вскоре после взлета. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Сломанные ребра, правая нога в 3 местах, травмированная легкая. Саттыгуль Усен получила серьезные травмы в результате авиакатастрофы. Девушку оперировали 3 Врачи до сих пор запрещают ей подниматься на ноги. Саттыгуль с дочерью были в разных больницах. 5-месячная малышка оказалась отлучена от груди. Грудное вскармливание пришлось прекратить. Но в данный момент здоровью малышки ничего не угрожает.
Я помню, что самолет начал шататься. Я сильно испугалась. Дочь была у меня на руках. Я обняла ее и молилась, чтобы Всевышний спас нас. Когда я очнулась, самолет уже упал. Смотрю, на руках у меня нет ребенка. Супруг Саттыгуль, когда очнулся, услышал плач жены и ее крики о помощи. Дочери на ее руках не было. Вначале не было надежды, что я найду дочь, потому что все было в руинах, люди выбирались как могли. Я ходил среди мусора, смотрю, ее куртка, узнал сразу. Она лежала, не двигаясь. Первая мысль была, что она погибла. Я взял ее на руки. В какой-то момент дочь начала плакать. Она заплакала, и я понял, что моя Асылым выжила. Выбраться из-под обломков в паре помогли мужчины из соседнего дома, которые прибежали на место катастрофы. Обнаружить женщину с ребенком удалось не сразу. Они лежали за пристройкой к дому, в который врезался самолет. Сейчас пара арендует квартиру в Алматы. Ахбалат из-за состояния здоровья жены вынужден был оставить свою работу в Нур-Султане. По его словам, авиакомпания, осуществлявшая перелет, пока еще не оказала супругам помощи. К нам приходили из Бек Эйр, просили заполнить какие-то документы для страховки. Больше от них никого не было. От них пришли обычные работники и попросили прощения у нас. Я пока не могу работать. Нам нужно на что-то покупать лекарства, чтобы поправить здоровье. Мы не можем радоваться нашему спасению, потому что там есть люди, которые потеряли своих близких. В результате авиакатастрофы погибли 12 пассажиров, двое из которых скончались в больнице от несовместимых с жизнью травм. В общей сложности пострадали 69 человек. Саргалана Федорова. И переходим к чрезвычайным происшествиям. Столичные полицейские задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве. В полицию было подано 17 заявлений от граждан, которые стали ее жертвами. Подробности узнаем у Александра Хавренко. Александр, а в чем конкретно подозревает женщину? Подозреваемая вводила в заблуждение горожан, рассказывая, что имеет тесные контакты в администрации города и за вознаграждение может помочь в вопросах приобретения квартир и земли. Кстати, по версии следствия, от ее действий могли пострадать более 130 человек. Это обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. В столичную полицию поступило 17 заявлений граждан, которые пострадали от преступных действий женщины, которая представлялась сотрудником городской администрации и путем обмана похитивший у них разные суммы от 100 тысяч до 900 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 52-летняя уроженка Мегана Кангаласского района. Задержанная позиционировала себя как человека, обладающего тесными и обширными связями в городской администрации. Предлагала заявителям приобрести квартиры или земельные участки по выгодной для них цене. Предварительный материальный ущерб, нанесенный заявителям, составляет свыше 5,5 миллионов рублей. На данный момент Следственным управлением возбуждено 3 уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». По остальным заявлениям проводится процессуальная проверка. По оперативным данным, количество потерпевших от действий мошенниц превышает 130 человек. В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователям будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В полицию Якутска обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. На сайте Drom.ru он нашел объявление о продаже автомобиля Lexus за 2 миллиона 247 тысяч рублей. Мужчина связался с предполагаемым продавцом и уточнил интересующую его информацию об автомобиле. Продавец сообщил, что проживает в Екатеринбурге и автомобиль находится там же. Тогда заявитель через своего знакомого связался с жителем Екатеринбурга и попросил его проверить состояние машины. Тот вскоре сообщил, что осмотрел автомобиль и подтвердил, что машина находится в удовлетворительном состоянии. После чего потерпевший решился его все-таки приобрести. Продавец попросил перечислить деньги на счет 2 банковских карт. Мужчина согласился с этим условием и перечислил несколькими частями денежные средства в размере общей суммы 2 миллиона 247 тысяч рублей. После чего стал ждать доставки автомобиля в Якутск. Однако вскоре номер продавца стал недоступен. Не сумев связаться с ним, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка. Полицейским в Нерюнгри обратился 59-летний местный житель и сообщил, что у него похищена банковская карта, с которой произведено снятие 240 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 26-летний мужчина. Как выяснилось, в день происшествия
Потерпевший и подозреваемый вместе распивали алкогольные напитки. В ходе застолья заявитель поделился знакомым, что ищет квартиру для съема, на что тот предложил ему снять свою, так как сам собирался уезжать. Договорившись о цене, потерпевший дал свою банковскую карту подозреваемому и сообщил пин-код, чтобы тот снял 20 тысяч рублей в счет оплаты за проживание, что молодой человек и сделал. Затем мужчины продолжили застолье. Когда потребовалась очередная порция алкоголя, заявитель вновь передал подозреваемому свою карту, чтобы тот сходил в магазин. Но на этот раз злоумышленник уже не вернулся. Зная, что на балансе карты находится крупная сумма денег, он решил похитить их. Пин-код ему был известен, поэтому он без труда снял с карты все деньги, которые потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Прокуратура Якутска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. В январе 2019 года она была признана виновной в совершении административного правонарушения за незаконную розничную продажу алкогольной продукции с назначением ей штрафа в размере 30 тысяч рублей. Не сделав для себя должных выводов, ею в продуктовом магазине вновь осуществлена незаконная продажа алкоголя, который был принесен подсудимой в целях реализации из дома. При этом, согласно данным экспертизы, алкоголь не соответствует требованиям государственных стандартов. С учетом мнения гособвинения, судом женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В Нюрбе расследуется уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых местных жителей 26 и 31 года. Они обвиняются в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшим. По данным следствия, вечером 14 января 2020 года 21-летняя девушка встретилась с одним из обвиняемых и вместе с ним на улице распивала спиртные напитки. После чего злоумышленник предложил ей продолжить распитие алкоголя дома у его знакомого. Девушка согласилась и отправилась вместе с приятелем к его другу, где в ходе застолья мужчины вступили между собой в преступный сговор. Угрожая девушке убийством, один из мужчин, демонстрируя нож, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Второй обвиняемый помогал соучастнику удерживать потерпевшую. И когда она перестала оказывать сопротивление, также совершил ее изнасилование. Воспользовавшись удобным моментом, девушка смогла выбежать из квартиры и сообщить о преступлении в правоохранительные органы. В тот же день по горячим следам злоумышленники были задержаны. При изучении личности обвиняемых следователи установили, что за плечами у них имеется солидный стаж отбывания наказаний в местах лишения свободы. Один из них имеет 6 судимостей, в том числе за совершение преступлений против жизни, здоровья и собственности, а также за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений. На счету второго обвиняемого 3 судимости. В его биографии преступления против жизни, здоровья и собственности. Расследование дела продолжается. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию. Напомню нашим телезрителям, что обзор чрезвычайных происшествий в республике, стране и мире для нас провел мой коллега Александр Хавренко. Военно-патриотической спартакиадой молодежи в Мирном открыли год памяти и славы. 17 команд из Мирнинского района соревновались в построении, строевом марше, стрельбе из пневматической винтовки. Кто показал лучшие результаты в физической военной подготовке? Анна Брянская. Равнение на знамя победы! Знамя победы! Нести! В зал под звуки барабанной дроби вносят знамя победы. Взгляд юноармейцев устремляется на штурмовой флаг. На спартакиаде до призывной молодежи в районе открыли год патриотизма. Кроме физической подготовки, для победы здесь нужно иметь еще и основы военной. В программе строевого смотра соревнования по общеармейской физической подготовке, стрельба из винтовки, разборка, сборка автомата и другие. В 2018 году команда 26-й школы стала второй. В этом году пришли за победой. Мы готовились за месяц до начала соревнования и готовились каждый день. Для курсантов кадетской школы-интерната военные дисциплины не в новинку. Распорядок дня кадетов максимально близок к армейскому. Подготовка несложная, потому что мы это все знаем. Привычка. Все вошло в привычку. Казалось бы, в слаженном марше строя нет ничего сложного. Но жюри отмечают каждую мелочь. Поэтому перед выходом участники нервничают и обсуждают детали выступления. Имеются параметры, то есть у каждого члена жюри, там около 9 параметров.
то есть доклад командира, подход командира. Это тоже все оценивается. Их слаженность работы во время движения, повороты. Лучшими в спартакиаде стали курсанты кадетской школы из Чернышевского. Сборная регионального технического колледжа получили серебряные медали. И замкнул тройку победителей состав политехнического лицея. Впереди у школьников и студентов еще много мероприятий, посвященных юбилею Победы. Поэтому проигравшие не расстраиваются. Времени отстоять честь команды и своего учебного заведения достаточно. Анна Брянская, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации студенческого спорта Олег Матыцин. На этом посту он сменил Павла Колобкова, который занимал эту должность с 2016 года. Более подробно расскажет Полина Долинская. Полина, расскажи, кто еще претендовал на эту должность? Здравствуй, Василий. В качестве возможных преемников Колобкова называли также президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондранцева и также президента Федерации международного студенческого спорта Олега Матыщина. В итоге Матыцин и получил министерский портфель. В Госдуме также отметили, что он пользуется большим авторитетом за рубежом. Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. На пост нового главы Министерства спорта назначен президент Федерации международного студенчества Олег Матыцин. Также в качестве возможных преемников Колобкова называли еще президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондранцева. Но в итоге Матыцин и получил министерский портфель. Новый министр спорта расценивает назначение на должность в правительстве как огромную честь. Прежде всего, огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт и знания позволят осуществить ту работу, которая ожидает правительство и страна. Люди не только в мировом спорте, но и самое главное для здоровья, физических способностей наших граждан, прокомментировал свое назначение Матыцин. Московский ЦСКА обыграл хоккейный клуб Санкт-Петербурга «СКА» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский на 39-й и 43-й минуте встречи и Константин Окулов. У «СКА» свою дебютную шайбу забросил 18-летний форвард Василий Подколзин. Также отличился Максим Карпов. ЦСКА лидирует в западной конференции КХЛ, набрав 76 очков после 50 игр. СКА находится на второй позиции, имея на своем счету 69 очков после 50 матчей. В следующем матче 23 января ЦСКА в гостях сыграет с Ярославским «Локомотивом». В тот же день СКА дома встретится с казахстанским «Борисом». Продолжаем обзор новостей хоккея. В этом же чемпионате континентальной хоккейной лиги, но уже в гостевом матче, казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2-0. Заброшенными шайбами со стороны казанцев отметились Станислав Галиев и Кирилл Петров. В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 70 очков. «Динамо» на Западе с 65 очками идет третьими. В следующем матче «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». «Динамо» на своем льду встретится с подольским «Витязем». Обе игры состоятся 23 января. Российский клуб «Нижний Новгород» в гостях проиграл чешскому «Нимбургу» в матче 12-го тура группового этапа баскетбольной лиги чемпионата со счетом 72-76. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Майкл Дженкинс, в активе которого 25 очков. В турнирной таблице группы «С» Нижний Новгород занимает третье место, одержав 7 побед и потерпев 5 поражений. «Нимбург» идет на первой строчке с результатами в 10 побед и 2 поражениями. В 13-м туре Нижний Новгород дома сыграет с турецким Газиантепом 29 января. Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует 22 января в австрийском Граце. Сборная России будет представлять на турнире по 3 участника в каждой дисциплине. Состав российской команды был определен по результатам чемпионата страны, который прошел в конце декабря прошлого года в Красноярске. В одиночном женском катании Россию будут представлять лучшие фигуристки нынешнего сезона. Это Анна Щербакова и Александра Трусова, а также Алена Косторная. В мужском одиночном выступят Дмитрий
Алиев, Александр Самарин и Артур Даниэлян. В соревнованиях спортивных пар в составе сборной России выступят Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин. В дисциплине танцы на льду это Виктория Синицына и Никита Коцалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра. В первый соревновательный день мужчины выступят с короткой программой, после них на лед выйдут спортивные пары. 23 января с короткими программами выступят танцевальные дуэты, мужчины покажут произвольную программу. И в заключительный день, 25 января, соревнований медали разыграют танцевальные дуэты и девушки. В Якутске стартовало первенство республики по стрельбе из лука. Состязания собрали юных лучников из 16 районов. На торжественном открытии соревнований в спортивном комплексе Дахсун находится Саргалана Федорова. Саргалана, расскажи, чего ждать от нынешнего первенства? Полина, приветствую. Состязания в меткости собрали более 120 юных спортсменов. Борьба за лидерство проходит в двух возрастных категориях среди девушек и юношей. Они соревнуются с классическим и блочным луком, стреляют поодиночке и командой. Среди участников есть призеры всероссийских соревнований, кандидаты в мастера спорта. Сейчас с утра идут квалификационные раунды. Пока лидирует спортсмен из Сунтарского района Ким Родион. Он недавно выполнил норматив мастера спорта во время всероссийских соревнований, которые прошли в Рязани. И мы поговорили с Родионом, он рассказал нам о своих результатах. Я сейчас в 11 классе, и это мои последние соревнования. То есть я должен был лететь в город Орел, но потому как у меня ЕГЭ, я не полечу в составе сборной. Недавно, месяц назад, выполнил норматив мастера спорта и занял 2-е место в Рязани. Участники делают, каждый участник делает по 60 выстрелов, расстояние до мишени 18 метров. Сейчас самая многочисленная команда прибыла из Хангаласского района. И о том, как идут соревнования и какая подготовка у спортсменов, нам рассказал главный судья Нюргустан Федотов. Закончился первый круг. Сегодня у нас стреляют юноши 2003-2006 года рождения. Это по 2 дивизионам: классический лук и блочный лук. Но это первенство у нас проходит каждую зиму. Зимнее первенство в помещении. Оно у нас открывает ребятам возможность выступить на первенстве России уже. Отмечу, что соревнования отборочные. Лучшие лучники войдут в состав сборной Якутии для участия в первенстве России, которое пройдет в феврале в городе Орел. Полина. Большое спасибо, Саргалана. А я напоминаю, что с нами на связи была наш корреспондент Саргалана Федорова. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, спасибо за обзор спортивных событий. Мы переходим к другим темам. Снежная зима может сказаться на популяции косуль. В Хангаласском районе идет подкормка копытных животных. Это ежегодное зимнее мероприятие, призванное сохранить популяцию косуль, лося, изюбра и других парнокопытных. О спасении животных в центральной части Якутии. Сюжет Виолетты Засимовой. Многоснежная зима – серьезное испытание для диких копытных животных. В случае установления глубокого снежного покрова и образования наста, добывание привычного корма и передвижение животных становится затруднительным. В таких условиях возрастает естественная смертность молодняка. Чтобы не допустить сокращения численности копытных на территории ресурсного резервата Джерано, госинспектора охраны природы собирают и подкладывают корм для зверей в специализированные подкормочные площадки. Вылаживаем веники, высушенные, заготовленные летом, и сено в кормушках. Кормушек у нас 5 в ресурсном резервате. Они все расположены в разных местностях. Начать подкармливать и тем самым спасти популяцию сибирских косуль на территории Улуса призвал общественный инспектор по охране окружающей среды Сергей Землянский. По его словам, в последнее время наблюдается падеж косуль именно в центральной части республики. Я мониторю ежедневно, можно сказать, просторы интернета.
И судя по постам, выкладываем людьми, очень много постов о падеже косуль, слабых косуль. То есть идет нехватка питания. Вот, прочитав, я тоже написал пост, и ко мне стали обращаться охотники, неравнодушные люди. На призыв Сергея Землянского откликнулись охотники-любители из города Покровска и выехали на территорию охот-угодий общего пользования, чтобы соорудить импровизированные кормушки. Вот собрались с друзьями-охотниками, привезли зерно, сено, соль. Посмотрели примерно в Ютубе, как это дело делается. Первый раз, никто никогда не занимался. Ну, может, другие потом, глядя на нас, тоже начнут подкармливать. Зимняя подкормка копытных будет продолжена как государственными инспекторами, так и общественниками. Между тем, в феврале в Якутии стартует зимний маршрутный учет. Этот учет проводится с целью определения количества диких животных, по итогам которого устанавливаются квоты добычи на предстоящий сезон охоты на определенном участке охотугодий республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Экспедиция покорителей холода подошла к своему завершению. Верхоянские участники уже прибыли в Якутск, и, наконец, сегодня город встретит аймиконскую группу покорителей. Напомню, что экспедиция покорителей холода стартовала 12 января. Две группы добровольцев отправились в Аймикон и Верхоянск с целью зафиксировать самую низкую температуру в населяемой части планеты. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Сарглана Неустроева. Она расскажет подробности. Сарглана, тебе слово. Добрый день, Василий. Сейчас я нахожусь в аэропорту города Якутска. Здесь мы встретили группу из Аймикона, экспедиции покорителей холода в составе 2 человек. Это Илья Воскресенский и Павел Матвеев. Оба путешественники, фотографы и блогеры. Напомню, неделю 2 участникам пришлось жить в суровых условиях крайнего севера, в палатках, где они 3 раза в день делали замеры температуры, а также прошли курсы выживания в тайге. Также им довелось узнать технику управления оленей упряжкой и самими оленями. Прямо сейчас они уже прибыли в Якутск и стоят за мной. И, конечно, мы следили за ходом событий. Участники очень активно делились своими впечатлениями в социальных сетях. Но сегодня они подробнее расскажут о своей поездке, об экспедиции в предстоящей пресс-конференции в 17:00 по местному времени. А сейчас о секретах поездки нам расскажет руководитель проекта Вячеслав Ипатьев. Здравствуйте, Вячеслав. Мне известно, что вы вместе с группой из Верхоянска также ездили туда и, скажем так, проведывали обстановку. Расскажите, пожалуйста, как случилась поездка, что там было и вообще что произошло? Верхоянская поездка была очень сложной, потому что, в отличие от аймиконской экспедиции, ребят, мы ехали по Зимнику, а Зимник — это очень тяжелая дорога, очень тяжелые условия. Мы ехали 20 часов, добирались по этому Зимнику со средней скоростью 5-10 км в час. Более того, там нам встречались наледи, и буквально в первой же наледи мы застряли. Нас пришлось вытаскивать, потом нам пришлось ремонтироваться. Мы потеряли 2 дня почти времени замеров. То есть мы пришли к выводу о том, что схема заброски по Зимнику довольно сложная будет для следующих экспедиций, надо логистику менять. Это полезная информация, которую мы получили в результате Верхоянской экспедиции. Ребята из Аймиконской экспедиции все было намного легче. Они ехали по Колымской трассе со средней скоростью, наверное, километров 70, не меньше, да? 60. Да, не 10 км в час, как мы ехали, да. Поэтому больших особых сложностей там не было. И когда мы прибыли на место, там нас уже ждали оленеводы, все было готово к исследованиям, и ребята сразу же приступили к замерам. И, конечно, хотелось бы узнать впечатления непосредственно самих участников. Ребята, в 2 словах, как вам экспедиция, как вам эта поездка? 2 слова, если это было незабываемо, это однозначно. Потому что первый раз был в таких условиях погодных, и, в принципе, жить в палатке в такой мороз, это для меня впервые.
куча всяких незабываемых историй с оленями, с способами выживания в тайге. Входили, ловили оленей. Ну, то есть просто вот масса эмоций, которые однозначно на всю жизнь запомнятся. Павел, а как вам эта поездка? Это действительно очень интересный опыт. Я соглашусь с Ильей, что было очень много интересного, нового, чего-то неизведанного, если можно даже так выразиться, первобытного. Я уверен, что этот опыт пригодится в дальнейшем в жизни и будет храниться в воспоминаниях. Еще можно будет рассказывать своим детям, внукам и так далее. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня в 17:00 пройдет пресс-конференция итоговая, в ходе которой будут озвучены все-таки итоговые цифры, где температура самая низкая в Аймиконе или Верхоянске. На этом все. Василий. Да, Сарглана, спасибо. От себя же добавлю, что в планах нашего телеканала сегодня провести трансляцию в 17 часов этого мероприятия, пресс-подхода. Ну а сейчас информация о среднесуточной температуре в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 24 градуса, ветер 3 метра в секунду, давление 697 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска сегодня минус 18 градусов, облачно, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В Мирном минус 24 по Цельсию, давление 722 миллиметра ртутного столба, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В Нерюнгри сегодня значительное похолодание, в среднем на 5 градусов. Сейчас там температура остановилась на отметке минус 31, ветер 1 метр в секунду, облачность переменная, без осадков. И в Якутске сегодня снова холоднее, чем в остальных городах, минус 35, ветер 1 метр в секунду, давление составляет 753 миллиметра ртутного столба. Ну а на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до свидания.